мы потом с вами еще пообщаемся. Сейчас вот у нас есть такой замечательный проект. Вот наш Брюсик, он любит, когда ему читают книги. Вы знаете, да, что вы сегодня будете читать ему книжки? Да. Мы сейчас сядем здесь, наверное, да? Можно вас, пожалуйста? И ребята, которые будут читать, будут выходить сюда и рядом с Брюсом садиться, а Брюс будет внимательно слушать. Читать нужно желательно выразительно и громко, потому что у Брюсика, видите, ушки висячие, и он, собаки с висячими ушами, не очень хорошо слышат. Поэтому будем читать громко и выразительно. Кстати, Брюс очень тяжелый, у меня уже Ага. Давай. Так. Или можно... Собаки, кстати, не любят фотографироваться, они стараются всегда отвернуться, когда их фотографируют. Они очень не любят. Можно? Все там. Так, идем. А перед вами листочек. Значит, кто-то будет выходить выразительно читать ему рассказ, остальные будут рисовать Брюса. Давайте, правда, нарисуют Брюсика, да? Ну, это классная идея. Так, я смотрю, самая лучшая группа. Быстро. Самая лучшая. Самая внимательная группа. Да. Я начинаю громко, четко, выразительно. И чтобы не только собачка, чтобы все слушали. Так, громко, листы горят. Давайте сюда. Со своей книжкой хочешь, да? Со своей книжкой. Ну давай, иди сюда. Сюда рядом, садись. Только как называется у тебя? Да. Все? А вы слушаете и рисуете Брюса. Сначала простым карандашом, а потом уже разукрашиваете. Король был настолько поражен неожиданным ударом, что с трудом понимал происходящее. Пока сердце привязывали его руки, видимо, его тело выматывали веревками его занятия. Скорее не поиски. Наконец его оставили одного. Часто труднее всего переносить мелочи. Его мучило, что падая, он разбил язык. А вытереть тонкие струйки крови, страдавшие подбородок не мог. Отсюда был виден маленький скелет на вершине холма и сидящий под ним обезьяна. Ириан слышал, что она что-то говорит и говорит. Время от времени речь что-то отвечали из толпы. Но слов было не разобраться. Хотел бы я знать, что они сделали с Алмазом. Постепенно звери начали расходиться. И те, что видели пленника, смотрели на него, связанные со страхом и жалостью. Они ни один не заговорил. Молодец. Так, дальше. Вперед. Да, с самого начала разбирается. Я попросила Во-первых, я нарисовал как она сидит у ложки и читает газету. А во-вторых, я сочинил
Как ты красиво нарисовала. Молодец. Умница. Дети молодцы. Вообще молодцы. Ничего не заметил. Сидит себе, уткнулся в свои шахматы. Он, наверное, очень увлекся и забыл про все на свете. Я тоже, когда играю с папой в шахматы, ничего вокруг себя не вижу, потому что очень хочется выиграть. И вот эта шляпа взлетела и очень плавно так начала опускаться, что опустилась как раз перед всеми незнакомыми ребятами. Достаточно, молодец. Ой, как Хорошо, похож на Брюса. Как похож. Прямо ты так, это как художник. Как настоящий художник. Покажи-ка. О, у тебя тоже прямо. Но не тут-то было, потому что ветер, как шляпа вдруг как живая подпрыгнула вверх, перелетела через этих ребят и красиво распланировала прямо в пруд, но упала она не в воду, а нахлобучилась одному лебедю прямо на голову. Утки очень испугались, и гуси тоже. Они бросились врасную от шляпы кто куда. А вот лебеди, наоборот, очень заинтересовались. Что это за шутка такая получилась? И все подплыли к этому лебедю. достаточно, молодец. Эля, иди. В каком месте? Нет, нет, прямо дальше там начинай. Дальше продолжай читать, Эля. Как будто лебедь, собак. Я сказала, сейчас мы приманем небо, а вы притащите сюда какую-нибудь палку подлиннее. Надо все-таки отдать шляпу тому мальчику. Может быть, он бросит. Я вытащил свой хлеб из кармана и стал его крошить и бросать в воду. И сколько было людей и гусей, и уток, все плыли ко мне. И у самого берега началась настоящая давка толкотня. Вот простой птичий базар, и лебедь в Дальше, шляпе. Рома, вперед. В каком месте? Лебедь в шляпе тоже толкался и наклонял голову за плечи. Шляпа с него на коллекцию скачила. Она стала плавать довольно близко. И подоспели незнакомые ребята. Они где-то раздобыли здоровую шерсть, а на конце шеста был гвоздь. Ребята сразу стали удить эту шляпу, но немножко не доставали. Тогда они взяли за руку, и у них получилась цепочка. Достаточно. Дальше вперед. Даша, вперед. Тот, который был шерстом, стал подлавливать шляпу. Я ему говорю, ты старайся ее во всем самое середку. Подсекай, как мешать. А он говорит, я, пожалуй, сейчас выпью
Хорошо, Лиана, вперед. Достаточно, молодец. Лиза Ранькова, вперед. Такие случаи. И тут шляпа подплыла чуть поближе, промахнулся и пойдет. Вот самая макушка. Незнакомые ребята закричали: «Есть!» Я сняла шляпу с дождя. Она была очень мокрая и тяжелая. Я сказала: надо ее душить. Один парнишка взял шляпу за желтый конец и стал ее душить. Она похожа на правду. Достаточно. Денис, вперед. А я залетела, наоборот, стояла и шляпа потекла прекрасно. И здорово. А мальчишка пришел. Я там дядюшка. Я говорю: еще чего? Я сам оставлю. Я остался бесплатно. Хорошо, достаточно. Глаз вперед. И у нас случайно получилось фотосет. И они вырвались около ту шляпу. Ту шляпу не меня. Я говорю: я хлебом занимал людей. Мне отдавай. Они говорят: кто шесть достал? Я говорю: ладно, уступи ему. Что дома не делают шляпы. Маркуша сказала: надеюсь, вы несчастную шляпу. Но он не может понять. Схватил ее и быстро побежала к мне. Достаточно, молодец. Вера, вперед. Ари. Я побежала к нему и сказала: дяденька, вот вам ваша шляпа. Где? Спросила он. Вот, сказала я и протянула ему шляпу. Ты обижаешься, мальчик? Ты ошибаешься, мальчик? Моя шляпа снес. И он обернулся назад, он тогда ничего не вижу. Тогда он кричал: в чем дело, где моя шляпа? Я вас спрашиваю. Встречай сейчас. Я ему говорю: ваша шляпа у нас спутала, и она попала в мой руку. И я запустил свой путь, а потом Достаточно. Настя Хлебникова, вперед.
Света сразу посмотрела на меня как следует. А ты разве умеешь? Я сказала, вот. Тогда он вздохнул и сказал, ну садись. Достаточно. Как закончился у нас. Ага, как раз, Молодец, да? как раз. Молодцы. Очень здорово читаете. Молодцы. Вообще классно читаете. Биму понравилось. Спасибо. А какие рисунки? Сегодня внимательно слушал, можно сказать, почти не отвлекался. Нет, не каждый день. Не каждый день. Сегодня прям очень здорово услышал. Рисунки. Рисунки давайте мы соберем, а потом вручим Биму. Дорисуем, наверное, дома еще, да? И завтра я с Мариной встречусь, и я ей передам ваши красивые рисунки. Хорошо, ребята? Согласны? И обязательно подпишите. Класс, фамилию, имя, отчество. И школу. Вот тут вообще очень натуральный, молодец. У Вероники Вероники, ой, Вероники совсем пошли. прямо искусство. Ага. Ой, вот. Какая прелесть. Все, да? Собираем рисунки. Так, кто закончил рисунки, сдаем. Или завтра мы... Диплома.